Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Уарти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 13 декабря 2021 года. И рад вас всех приветствовать, друзья. Так, долой путинскую систему, Тимофей говорит. Долой, присоединяюсь, Тимофей. Не только путинскую, вообще ФСБшную, имперскую систему. Смотрите шире. Так, гражданин Ичкери, ассаламу алейкум, асамаш доволь, ва алейкум ассалам, абаз ва алейкум салам, довели ва алейкум ассалам, и Уарти Муслим, и гражданин Ичкери, Чечня, Россия, Шавига Машволь, ва алейкум ассалам, Мадина М. Садамашал, Гер Арцуев, Машал Хейд, Мадина М. Машхойой, привет из Украины, Сварог. Слава Украине. Так, друзья, вот мне сейчас тут нарезной стол пишет. Ну, видно сразу, ментовской ник. Он обвиняет меня в том, что я подозреваю всех в работе на агентов, ищу агентов ФСБ. Я вам приведу свои доводы, вы посмотрите, нарезной стол это тебя не касается, ты уже на работе, я смотрю, а остальные сделают выводы. И немного людей очень хорошо посвящены в тему касательно российских вот этих спецопераций. Опять у нас, виснет немножко интернет. Ну вот, в этом плане мы должны для тех, кто не посвящен, максимально открыть факты. И с чего началось, речь Муратова я не слушал, давайте сразу перейдем к делу. И речь Муратова мне не стал слушать, что слушать, понятно, кто он, что он, для меня было понятно. Но когда сейчас, одну минутку, я вам сейчас покажу фотографию, чтобы не быть... Сейчас, одну минутку. Несколько дней назад, как известно, Сакуров обратился с дерзкой для российского общества, можно, если это назвать обществом, с дерзкой речью Владимиру Путину и чуть ли не призвал отсоединить, не то чтобы, давайте проголосуем, там, отделим, не отделим, вот такого плана была речь. Путин строго-настрого сказал об этом, нельзя даже говорить, это очень опасные вещи там, и так далее. Путин, конечно, прекрасно понимает, потому что Путину отвечать вместе с Патрушевым за все эти преступления. И они не два таких. Там очень много людей. В том числе туда можно записать и Муратова. Да и почти все военное, политическое и журналистское сообщество России можно записать в эти преступники. Потому что других там не оставили, убивали всех, кто там случайно оказывался, таких как Маргелов, Политковская, Истемирова, Щекочихин, были такие люди. На этих людях Новая газета сделала себе имя, иногда и позволяя на своих страницах просачиваться вот этой правде. Больше ничем особенным Новая газета не отметилась. Сегодня там есть такая Милашина, и все, на этом ограничивается. Милашина тоже такая двоякая фигура, которая как бы делает вид, что она сопереживает, а на самом деле, или там борется за правду, на самом деле акцент, когда нужно, немножко смещает. И все они имперцы, все они считают, что мы, чеченцы, не имеем права на свое государство, на государственность.
Точно так же, как не имеют сейчас украинцы, да, они пробовали пробивать этот шар, говорить, Украина не состоявшееся государство и так далее, и так далее. Мы всего 3 года просуществовали без войны, после этого Россия напала, выбрала самую слабую жертву, как обычно империя делает, и вот произошло то, что произошло. И на всех ключевых постах, всех лиц, которых вы видите, ну, подавляющее, может, наверное, уже 100% уже доведено до абсолюта все это, вот этот механизм, тоталитарный механизм. Нет людей, которые не сотрудничают и не являются в доле, так сказать, да, у которого нет куратора. Например, Муратов, тот самый, который выступал с пламенной речью, является там другом главного дезинформатора Кремля Пескова, да, вместе они там дела делают. За все это время убийц Анны Политковской так и не нашли. И на высокой трибуны, если ее можно высокой назвать, потому что Нобелевская премия мира, она просто упала ниже плинтуса. И не только от Горбачева, и не только от Муратова, она еще с времен Горбачева упала. Ну, Горбачеву еще можно было за что-то дать, хотя Горбачев являлся таким ярым сталинистом, об этом мы тоже немножко сегодня поговорим. Так вот, очень интересно. Я вам сейчас покажу одну фотографию. Когда убили Зелимхана Хангашвили, вышли новостные заголовки. И одним из заголовков вот этих новостных, вот когда вы открываете Google, я написал Хангашвили Путин, и мне выдало вот разные новостные средства массовой информации. Ну вот посмотрите, я вам покажу Медузу, которая как бы является иноагентом, да, она сосет деньги у американцев, у других каких-нибудь западных фондов, кто-то их финансирует, так очень удобно, между прочим, да, за счет противника финансировать себя. Вот смотрите вот эту фотографию, сейчас постараюсь ее вам, видите? Вот, смотрите, вот. Так, подождите. Постараюсь. Смотрите. Обратите внимание, вы что-нибудь видите? Вот, смотрите, это Медуза, РБК. У РБК стоят на фотографии полицейские. У Медузы 2 человека, 2 мужчины. И ни один из них не является ни Хангашвили, ни Путиным. Это 2 таких серьезных мужчины, один в очках, и протягивают друг другу руку. Прокуратура, вот вы видели, да, прокуратура Германии запросила пожизненный срок для убийцы Хангашвили, Вадима Красикова. По одним данным ФСБ, по другим данным военная разведка, ну неважно, русский террорист. И это очень... Я зашел на эту тогда страницу, это просто вам я сейчас показал скриншот. Я зашел на эту по ссылке, посмотрел. Этой фотографии, кроме как на заставке, нигде в новостной ленте не было. Только была вот эта фотография. И, конечно же, ко всем российским средствам массовой информации, которые просто кишат агентурой сверху донизу, я не верю. И сегодня, листая опять новостные сайты, обратил внимание, что Дождь, тоже иноагент, да, он поставил фотографию Муратова и Сакурова вместе. И тогда я был вынужден посмотреть речь Муратова для того, чтобы понять, о чем идет речь. Потому что в прошлых своих видео про Сакурова я вам рассказал, что это был спектакль, поставленный Путиным и Сакуровым, для того, чтобы затронуть тему Кавказа и чтобы о ней больше не говорили. Что вот больше к ней не возвращаемся. Но не напрямую об этом, как бы, а со своим человеком, между делом, что это очень опасно. И тех людей, которые...
таких людей с подобными взглядами нельзя распускать, сказал тогда Путин. Да? И, конечно же, речь идет обо мне лично, да? Это касается меня. Так же, как это касалось тысяч и тысяч чеченцев и граждан Чеченской Республики Ичкерия, которые убил Путин и его банда. Ну, наверное, Путин думает, что он вечен, но он забыл, что вечны народы, и то не все. Но человек, он точно не вечен. Да? И Путин в свои там, 70 с чем-то лет, ну, максимум еще 20 лет проживет. И на этом его жизнь, 30. И на этом жизнь закончится. Народ чеченский не закончится. Даже только исходя из того, что здесь в Европе нас уже 300 тысяч. И мы мобилизуемся, мы получаем образование. И счета, которые у нас есть к России, к военному и политическому руководству и журналистскому сообществу России, конечно же, мы предъявим. И моя задача, моя роль в этом деле небольшая, по крайней мере, пока. Я просто пока поддерживаю вот этот маленький огонек, который тлеет в чеченском обществе, донося вот эту правду, о которой сейчас очень опасно говорить, и за это люди попадают в тюрьмы, убивают их, калечат и так далее, убивают, пытают родственников и так далее. Поэтому все еще только впереди для Путина, для Патрушева и для его банды. И ничего не поменяется до тех пор, пока Чеченская Республика Ичкерия не будет освобождена, а виновные не привлечены к уголовной ответственности. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Есть такое понятие, да, неустановленное лицо, когда какое-либо совершается преступление, лицо невозможно установить, преступление зачисляется в так называемые висяки, и неустановленное лицо, и преступление остается нераскрытым, то есть преступник не наказанным. И чеченцы не в первый раз переживают геноцид. Геноцид был очень страшный. И многих вещей с доказательствами, с фактами, к большому сожалению, не сохранилось. Потому что чеченцы находились в заложниках. И тот геноцид под видом депортации, который был осуществлен Советской империей, той же Русской империи, он практически остался безнаказанным. У Сталина, у Берии, у Гущиани, у других преступников остались дети, внуки, но мы, чеченцы, не предъявляем уголовной ответственности, у нас не распространяется на детей, внуков, правнуков. Но зато она распространяется у них по отношению к нам. И распространяется материальная ответственность. Да? И те миллиардеры, которые сегодня стали за счет войны против нас, да, может быть, не напрямую они у чеченцев забрали, хотя разные Будановы, Шамановы напрямую грабили наш народ. Другие грабили, отвлекая внимание на чеченцев, грабили и до сих пор продолжают грабить. Путин и Патрушев, да, Россельхозбанк работает в Чечне, в оккупированной. Конечно же, Патрушевым и России придется за все это отвечать. Роснефть путинская тоже работает во время оккупированной Чечни. За это тоже придется отвечать. Но это другая история. Так вот, Медуза, которая протягивает руку, должна протянуть, намекает на то, что должны протянуть руку тому, кому сейчас объявляют, прокурор ходатайствовал о пожизненном лишении свободы. То же самое сегодня сделал Дождь. Поставил Муратова и Сакурова вместе. Муратов человек, который получил Нобелевскую премию мира, а Сакуров, как нам сказал об этом, выдал тайну, так сказать, Кадыров, что это вражеская рожа и что это там будущий там правозащитник и так далее. И я ожидаю в ближайшее время на высоких трибунах, с высоких трибун Сакуров в обнимку с Муратовым начнут по новой дурить. По факту наивнейший Запад, который вновь и вновь попадается на эти уловки. Но, как говорится,
мы не дремлем и будем разоблачать вот этих товарищей. Большому сожалению, здесь в Европе есть коррупционные связи с Россией. И Россия всячески своих людей еще со времен Штази здесь вербовала и поддерживала связи. И люди, к большому сожалению, на земле, и в том числе на Западе, алчные, продажные, ничтожные, трусливые, ну и много-много отрицательных черт в человеке есть, и во все времена были, и по всей вероятности еще очень долго будут, если, наверное, не всегда. И вот я бы хотел бы начать речь, свой разговор с речи Муратова. Муратов рассказывает, что мир прилагает, ну, нужно отметить, что в этой речи муратовской нету ничего от него демократичного, правового, честного. В этом, можно сказать, Муратов честен. Он приводит слова Сахарова, который тоже выступал когда-то с этой трибуны, и цитирует просто его слова. И все. Эти слова там громкие, хорошие, правильные, конечно же. И этими словами, что свобода убеждений наряду, об этом говорил Сахаров, что свобода убеждений наряду с другими гражданскими свободами является основой прогресса. Я защищаю тезис об определяющем значении гражданской и политической свободы в формировании судеб человечества. Я убежден, что международное доверие, разоружение, безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, убеждения и гласности. Мир, прогресс, права человека – это три цели неразрывно связаны. И я вам скажу, я с этим согласен. С уважаемым Андреем Сахаровым. Точнее, 11 декабря 1975 года прочитала его речь Елена Боннер, жена Андрея Сахарова. Об этом говорит Муратов. И потом он уже говорит штампами. А эти штампы мы хорошо знаем. Штампы заключаются в следующем. Муратов заявляет, что мир разлюбил демократию, мир разочаровался в правящих элитах, это его утверждение. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Об этом он, конечно же, говорит о России и Китае, потому что только там сейчас нарушаются права человека, и только две страны, большие страны, ядерные страны, заседающие в Совете Безопасности ООН, занимаются при помощи, используя технологии, занимаются насилием и геноцидом, тотальным контролем за людьми, которые попали в силу разных обстоятельств в поле их влияния. Далее он ничего особенного не говорит, и вот начинает говорить, что у них в России, и потом так заигрывающе, он говорит сейчас, я вам покажу его, чтобы вы увидели. Так. Дает идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости. Правительство и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Но это всего лишь слова, потому что за свою речь ни про Украину, ни про Грузию, ни про Сирию, в которой тоже Россия устроила геноцид, ни тем более про Чеченскую республику Ичкерия, которую остро ненавидит Муратов, он не говорит здесь. Зато он не забывает соврать очередной раз. Он был бы не гибнюком, и только из-за этого можно сказать, что это гибнюк.
потому что самое сильное оружие гибнюков – это ложь. Послушайте, что говорит вот здесь Муратов. В этих рефрижераторах хранились неопознанные тела солдат и офицеров. У многих уже не было лиц от прямых попаданий или пыток. Вот здесь очень важный момент. Здесь Дмитрий Муратов нагло лжет, что он видел людей от пыток. Тем самым он хочет продемонстрировать, что в Чечне они воевали с людьми, которые пытали людей, там, уродовали лица и так далее, и так далее. У меня просто нет слов. Вот, совершив над нами геноцид, выйти на вот эту трибуну большую, не говоря больше ничего, по факту, он запугивает Запад войной. Мир разлюбил демократию. Сейчас, одну минутку. Мир разочаровался в правящих элитах. Во-во-во. Это просто их мечта, чтобы сейчас люди дезориентировались. Запад всегда был силен тем, что он верил в эту демократию, верил в права человека. И сейчас Америка начала в срочном порядке отыгрывать все назад, понимая, что на самом деле, выстроив вот эту демократическую систему без внутреннего содержания и этой, без духовной содержательности демократии, она не жизнеспособна, эта демократия. Вы должны верить в это, вы должны верить в права человека, вы должны верить не просто в сухое соблюдение закона, это диктатура. Вы должны понимать, что права человека – это высшая ценность. И сейчас Америка, слава богу, начала в этом направлении. Сейчас проводится или прошел уже форум, демократический форум. Но об этом русские хорошо знают и на это давят. И вот с этой сцены Муратов давит на это, что мир разлюбил демократию, разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. К диктатуре потянулась, еще раз, Россия, от которой она не уходила, и Китай, от которой не уходили. Мир не потянулся, Мурат, к диктатуре. А те диктаторы, которые были, они всегда были. Мир потянулся к диктатуре. Угу. Возникла иллюзия, что прогресса можно достичь технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Такой вот прогресс без свободы, такое вот молоко без коровы. Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию. У нас в стране, и не только у нас. И не только у нас. Ты говори за свою страну. Тебе вроде бы как дали вот эту премию мира за то, что ты работаешь в России. Как бы. На самом деле, я так понимаю, что это спецоперация. Опять же, я не знаю, сколько средств потрачено на то, чтобы ты получил эту премию мира Путиным и вашей бандой ФСБ. Но факт то, что это была удачная операция с высокой трибуны под камерой огромных количеств международных журналистов, международного журналистского сообщества. Тебе позволено говорить вот эти вещи. По факту он запугивает. Вы потом можете отдельно посмотреть, потому что у меня есть другие видео касательно Измайлова, которого он здесь сейчас упомянет, ну и других. Запомните фамилию Измайлова, которого тоже, скорее всего, будут привлекать как большого правозащитника, который спас 174 человека там, из чеченского плена, которые, оказывается, пытали и уродовали лица пленным солдатам, да? Хотя их съедали собаки на самом деле. Это все прекрасно помнят. Носы, рты, лица съедали собаки, потому что русские не забирали свои трупы с наших улиц. Ну давайте посмотрим. Те политики, которые избегают крови, слабые люди. А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов. И у нас в стране популярна мысль, он говорит. И по факту он выражает эту мысль, и это есть акт запугивания.
Он говорит, что в России проливают. Это тоже правда, с одной стороны. Конечно же, это тоже нельзя оспорить. Да, они считают, что если политик избегает крови, это слабые люди. Именно поэтому Запад они считают слабым. Но другое дело убивать людей массово, совершая преступления. Другое дело делать это защищаясь. Это две разные вещи. И здесь, я думаю, они очень сильно ошиблись. Очень сильно. Путин и его клика очень сильно ошиблись. Ну, давайте послушаем дальше. Власть активно продает идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости. Правительство и близкие к ним пропагандисты несут все. То есть он хочет сказать, люди допускают мысль, он этим хочет сказать, что русские в принципе готовы к войне. Он не говорит, руководство страны допускает это. Он говорит, что люди допускают, что в России уже вот эта пропаганда приелась. Ну, это тоже правда относительно, но это нету такого патриотического подъема. Наоборот, русские сейчас закрылись в своей скорлупе, боятся комментарии в интернете написать. Никто о войне не мечтает. Есть отмороженные или там прикормленные, или явно полезные идиоты. Такое количество есть в каждой стране. Но они не решающее число. Но власть в России, да, она пытается запугивать. И эта речь Муратова, она ничем не отличается от речи какого-нибудь Соловьева по сути, по содержанию, что мы к войне готовы, будем воевать, покажем. И не отличается от того сообщения, которое Министерство иностранных дел выпустило и вот я вам зачитаю, на настоящее времени есть. Взят курс на втягивание Украины в НАТО, это МИД заявляет. Это, между прочим, это такой щелчок по носу американцам после того, как они с ним поговорили. Вчера я смотрел Швеца, он говорит, что мы хотели оставить, там, американцы хотят оставить, сохранить лицо Путина. У Путина нет лица. Последний раз, когда я помню, кто-то пытался сохранить лицо Путина, это был Шамиль Басаев в 2004 году в Беслане, когда он отправил письмо Путину и сказал, что мы готовы в определенной степени взрывы домов на себя взять, там, и так далее, и так далее. Он представился плохим, взявших детей, а Путину дать сохранить лицо и спасти этих детей. Но у Путина нет лица, точнее у него нет одного лица, он многолик. Это лицемерная просто скотина, это лицемерный лживый человек, который только, наверное, рождается в недрах Лубянки. Так вот, смотрите, после того, как встретились, 10-го уже Байден и Путин пообщались по телефону, 10 декабря МИД России о диалоге США и другим странам Запада относительно выработка гарантий. Что объявляет Россия американцам? Послушайте, взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных стран, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Получите и распишитесь, как говорится. Вы хотели сохранить лицо? Вот, пожалуйста, МИД вам отвечает. Одновременно с этим уходит на Нобелевский лауреат мира Муратов и заявляет, что мир на грани войны, что русские готовы к войне, что идея смерти за Родину в России, она важнее, говорит, больше, грубо говоря, больше, чем идея жить за Родину, говорит Муратов. Грубо говоря, Муратов говорит, что мы хотим больше умереть за Родину, чем вы жить за Родину.
Помните, наверное, да, эти высказывания? Они были сказаны в Норд-Осте одним из наших бойцов, который захватил заложников во время проведения диверсионной акции в Норд-Осте в 2002 году, 23 октября. Так вот, здесь Муратов четко запугивает. Вы все сдохнете, а мы все попадем в рай. Повторяет за Путиным. Так. Был он. Послушаем. Нынешние наши идеологи снова продвигают идеи смерти за Родину, а не жизни за Родину. Не дадим снова себя обмануть. Вспомним про то, что показывал другой телевизор в той маленькой комнате возле морга на колесах. Гибридные боевые действия. Трагическая, безобразная, преступная история с Боингом MH17. Они разрушили отношения России и Украины. Лизнул так лизнул. Он сравнил, вот у меня есть текст, он сравнил сбитый Боинг MH17. Сейчас, одну минутку. Так, гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с Боингом MH17 разрушили отношения России и Украины. Боинг был приписан к тому, чтобы зацепить западного слушателя, да, западного наблюдателя. Конечно же, про 15 тысяч убитых украинцев вот этот лауреат мира забыл. Не знаю почему. Но, наверное, 300 человек на сбитом Боинге. Но он понимает, что это важно для Запада больше, чем убитые 15 тысяч или убитые 300 тысяч чеченцев, граждан Чеченской Республики Ичкерия. Далее он выводит в мир, сказать так, большой политики майора Измайлова. Может, уже и не майора. Давайте послушаем. «Новая газета» и наш обозреватель майор Измайлов смогли освободить из плена 174 человека. Если сейчас, в моем новом качестве, я и газета сможем что-то сделать для возвращения еще живых пленных по домам, скажите, я готов. Я хочу сейчас вспомнить еще одного человека, получившего премию мира в Осло в 1990 году. Москва, Кремль, 18 апреля 1988 года, идет заседание Политбюро. Один из советских министров требует оставить войска в Афганистане. Михаил Горбачев жестко прерывает его. Прекрати свой ястребиный клёкот. Прекратить ястребиный клёкот. Чем не современная программа для политики и журналистики? Мы вернемся к Горбачеву, к Измайлову. Но сперва я хотел бы вам рассказать про Горбачева. О чем пишет в своей книге «От Андропова к Горбачеву» в 1985 году Абдурахман Авторханов. Сейчас, одну минутку.
Главное, глава 3. Внутриполитические приоритеты Горбачева. Стоит здесь напомнить, что Михаил Горбачев вступил в партию еще при жизни Сталина, и на руководящую должность в партии, политбюро, был лоббирован лично Андроповым. Это был человек Андропова. И, как известно, Андропов был сталинистом, и Горбачев тоже был сталинистом. И в этой своей речи Муратов тоже упоминает Сталина, сравнивая, что он был плохой, а сейчас еще не так все плохо, что может быть как при Сталине, он говорит, но еще не так. А Горбачев всегда упоминал Сталина, он не скрывал, что он сталинист. И вот что в 1985 году, вот этот, который в 1988 году уже говорит прекратить свой истребинный клёкот, говорил в 1985 году, что говорил Горбачев. Главная внутриполитическая миссия Горбачева, пишет Абдурахманов Тарханов, это вывести систему из кризиса. Есть ли у него данные для этого? Времени у него есть примерно столько же, сколько было у Брежнева, когда тот шел к власти. Но наделен ли он личными качествами, необходимыми для этой воистину исторической миссии? На этот вопрос сейчас никто не может ответить. Даже внимательное изучение его речей и докладов, за 3 месяца он уже наговорил на целый том его будущих сочинений, не дает ключа к раскрытию его истинного внутреннего «я». Если он всерьез верит всему тому, что говорит, то это доказывает, что устами Горбачева все еще говорит провинциальный партократ, вдруг очутившийся в кресле генсека. В докладе к 40-й годовщине окончания Второй мировой войны Горбачев сразу же положил конец всем гаданиям о своем либерализме и реформаторстве. А победу в войне приписал не русскому патриотизму, а коммунистической системе. Истоки победы в природе социализма. Это была победа нашей идеологии. Даже больше, в войне выдержала проверку на прочность социалистическая система сельского хозяйства, колхозный строй. Правда, 9-5 месяц 1985 года. Осуществила победу не советская армия, как это было на деле, а партия и ее ЦК, Государственный комитет обороны во главе с генеральным секретарем Сталиным, за что Горбачев получил продолжительные аплодисменты. Горбачеву невдомек, почему тот же Сталин во время войны никогда не апеллировал основоположникам советской идеологии Марксу и Энгельсу, а апеллировал основоположникам русского государства князя Невскому и Донскому. Пишет Абдурахман Атырхан. Я привожу просто пример, как вчерашний сталинист может спокойно получить премию мира. Только лишь за то, что он просто начал соблюдать права и разрушил стену, и вывел Берлинскую стену, и вывел войска из Афганистана. Вывели войска из Афганистана, разрушили стену. При этом, стоит напомнить, Горбачев очень вольно обращается не только с историей Второй мировой войны, но и с текущей политикой. Оказывается, Америка ведет необъявленную войну в Афганистане. Правда, газета «Правда», 9 июля 1985 года, не имея там ни одного американского солдата, и не советская оккупационная армия 130 тысяч солдат, из которых за эти 5 лет убито около 15 тысяч. Если кому-то на Западе кажется, что эти люди меняются, что это там какая-то политическая установка, и время иногда требует это, то они глубоко ошибаются. Да, Горбачев разрушил стену берлинскую, да, вывел войска, но это было сделано не потому, что Горбачев этого хотел и КГБ этого хотел. Они были вынуждены так сделать для того, чтобы сохранить свою власть, чтобы власть осталась у них. Им не важна эта страна, да, сейчас кто-то может подумать, что Путин какой-то там собиратель земель русских и так далее. Это ложь абсолютнейшая. И Путин, и вся эта клика КГБ, НКВД, ФСБ и все остальные, это потомственные убийцы русского народа и всех других народов, проживающих в России. Раньше в какой-то степени их сдерживала армия. Армия теперь полностью под их контролем, и теперь даже они не могут сдерживать. Они безгранично властвуют на этой территории, и, как мы видим, их дела вникают, попадают, доходят до сюда.
Без сомнения, Джохар Дудаев, когда сказал, что сегодня, если вы признаете Чечню внутренним делом России, настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. Так вот, в сегодняшнем заявлении МИДа, точнее 10-го, трехдневной давности, заявление МИДа, вплоть до масштабного конфликта в Европе, прямые угрозы, которые посылает. Но кто-то хочет делать вид, что нет, мы договоримся и так далее. И они считают, что они намного лучше понимают нашу ситуацию, потому что мы находимся в плохом положении, а они находятся в хорошем, более лучшем положении, чем мы. У них есть армия, у них есть спецслужбы, а мы разбиты, у нас нету ни армии, нет спецслужб. И мы вот такие тут одиночки, которые говорим вещи, может быть, из-за ненависти к России, там еще что-нибудь. Так они думают. Нет, у нас нету никакой ненависти. У нас есть презрение как к дохлой скотине к тем, кто ведет эту политику и убивает нас, и поддерживает их в этом. Никакого ненависти и неприязни нет. Просто презрение. И мы пытаемся донести. И я уже несколько лет говорю об этом. И здесь в Европе говорю, и здесь у себя в Ютубе говорю. Но потихоньку все дальше и дальше заходит ситуация. Но почему-то то, что мы говорили еще вчера, позавчера, год, два, три назад, я писал и в Facebook, и говорил у себя здесь, что Путин хочет восстановить Советский Союз. Что Путин вплоть до Восточного Берлина. Вот это все должно быть восстановлено. Планы такие. Вообще-то планы у коммунистов были, это мировая революция, то есть хаос. И Ленин писал, что достаточно собрать группу, организовать группу революционеров, и он в любой стране проведет революцию и сменит строй. Фактически, тем же самым сейчас уже активно занимается Россия как на территории африканского континента, так она занимается и на Ближнем Востоке, так она начала заниматься и в Европе. И это очевидные вещи, которые очень трудно будет кому-то сейчас оспаривать. Хотя сейчас Европа чуть-чуть поняла и начала как-то сопротивляться. Но оставим Муратова, оставим Горбачева, сталиниста Горбачева. Я не сомневаюсь, что и Муратов в душе сталинист. И это их такая внутренняя скрепа, Сталин, его вот эта система. И они к этому идут. Они фактически к этому пришли. Осталось сейчас сделать такой бросок на Украину, понести потери, убить как можно людей и своих, и чужих. И после этого начать закручивать гайки внутри страны. Внутри страны уже КГБ, ФСБ уже задерживают каких-то русские банды, которые там маньяки, убийцы какие-то там. И некоторые политики тут на Западе, якобы беглые политики, вроде Геннадия Гудкова, заявляют, что только силовым путем что-то можно сделать и так далее. По факту аккуратненько, осторожненько начинают призывать людей начать совершать какие-то силовые действия. Меня трудно заподозрить в том, что я отношусь там очень хорошо к российской общественности, которая с молчаливого согласия которого произошел геноцид. Да? Но я всегда пытался быть объективным и хочу и сейчас сказать. Русским сейчас ни в коем случае нельзя силовыми методами оказывать давление. Так как только укрепите этот режим сейчас. Есть другой выход. Это мирное сопротивление. Невооруженное, ненасильственное сопротивление. Как это сделали поляки в солидарности, создав организацию «Солидарность». Внутри коммунистического режима, внутри вот этого тоталитарного имперского режима, он может прикрываться демократией, он может прикрываться коммунизмом, он может прикрываться чем угодно. Но при всем при этом это остается тоталитарный имперский режим. И Польша была оккупирована вот этим тоталитарным имперским образованием под названием СССР. И
тогда поляки, коммунисты, они сделали то, что не удавалось никому до этого времени. Они, будучи коммунистами, смогли обезоружить, да, поставить положение, безвыходное положение, и с ними пришлось считаться. Вот у русских, у россиян есть пока только этот выход. Да, я не призываю никого категорически брать в руки оружие, но я категорически призываю не сдаваться и категорически не отказываться. Но подчеркнуто мирными средствами это все должно происходить. Вот какой есть сегодня выход. И сейчас внутри России люди, поднимающие российский флаг, могут, да, они будут садиться в тюрьму, но если они объединятся, то у них будет больше шансов. Как только у них, это провокации с оружием обязательно в России будут, потому что мы, чеченцы, это прошли на себе. Вы можете просто быть недовольны Путиным, там, властью и так далее, и после этого вам подкидывают оружие или вас втягивают какие-то непонятные, особенно молодых людей, которые не искушены вот этими ГБшными спецоперациями и хитрыми обманами, попадаются в их сети и получают большие сроки. Навальный все это время просто провоцировал, да, у Навального было ненасильственное сопротивление, он как бы пытался играть по правилам, как показывали нам, но по факту он просто выявлял. Конкретной цели у Навального не было свергнуть власть или поставить какие-нибудь требования. Да, требования появлялись какие-то, но они сразу расходились по домам. Нет, нужно выходить и стоять. Но это все должно быть только лишь мирным путем. Только лишь мирным путем. Вот только тогда будет какой-то результат. Сейчас, если с оружием в руках выйти против этой власти, эта власть, во-первых, включит на законных основаниях свой механизм репрессий и еще на 10 лет отложит, укрепить свой, скажем так, режим. Ну ладно, это совет для русских. Хотят прислушаться, не хотят, их дело. Чеченцев же я, конечно, призываю категорически никуда не вмешиваться. И мы находимся в заложниках. Те, кто находится в России, те, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. У нас такая пока позиция, мы пока выдерживаем строгий нейтралитет. Не пока, а вообще мы выдерживаем нейтралитет. Вмешиваться мы будем, когда это коснется, когда настанет время. Да, это пока до этого еще, как мы видим, не близко, скажем так. Но я бы хотел вам рассказать о другом человеке, которого Муратов упомянул. Это Вячеслав Измайлов. Сейчас из Вячеслава Измайлова, о нем Хусейн очень хорошо из Ханов рассказывает, что это был никто, и звать его никак, никаких людей он там не вытаскивал, он ходил вокруг, и чеченцы его не гоняли, потому что наши люди, мирных граждан на посту брали, забирали, пытали, и мы потом военных оккупантов обменивали на своих мирных граждан. И он там с этими мамами, солдатскими матерями ходил вокруг да около и собирал информацию. Вся его работа заключалась в этом. Это такой матерый гибнюк. И почему он матерый гибнюк, я вам сейчас покажу. И почему сталинист Горбачев получает премию, газета, новая газета, совладельцем новой газеты является Горбачев, который очень уважаем на Западе, других нет просто, наверное, поэтому более уважаемые, хотя и были и более уважаемые. Но у новой газеты совладельцем является Горбачев, генерал ФСБ Лебедев, который тоже имперцы, без сомнения, они все имперцы. Горбачев, как я могу вам порекомендовать книгу, ту самую от Андропова, Горбачеву, Абдурахманова, Тарханова, где он четко рассказывает, кто такой Горбачев, и что он имперец, что он сталинист и так далее.
В этой газете, КГБшной газете, работает Федоров, ну и Муратов является главным редактором, и там же работает Измайлов. И в 99 году, возвращаемся к нашей основной теме нашего канала последнее время, последний, наверное, год. В 99 году Путин и Патрушев, и банда ФСБ взрывает своих граждан, спящих в своих же домах. Как мы знаем, взорвали 4 дома, до этого еще были разные террористические акты. Но вот в Рязани при попытке подрыва 5-го дома задерживают сотрудников ФСБ, 3 сотрудников ФСБ, которые на украденной семерке «Жигули» совершали учения, да, и с настоящим гексогеном, с настоящим взрывателем. Но потом это оказался сахар, и это были учения. Мы все это знаем прекрасно, особенно зрители моего канала, все вы это прекрасно знаете. Но мы возвращаемся к Измайлову. Измайлову я, как человек, молодой человек, который много чего не разбирался в этих хитросплетениях российских спецслужб, доверял Измайлову, потому что его по новостям показывали, потому что он рядом с чеченцами стоял. И я думаю, мы, чеченцы, простые люди, да, не те, кто непосредственно принимал участие в войне, там, мире, обмен заложников, военнопленных, а те простые люди, пытались посмотреть, кто из них честный и порядочный из этих русских. Есть вообще среди них порядочные и честные, да? Как оказалось, были, но их убивали. Измайлова не убили, с газеты не уволили. И я расскажу на свой частный пример, когда я не верил взрывам домов в 99 году, но 13 сентября 1999 года, после взрыва очередного дома, утром 13-го потом взорвался еще один дом, Измайлов привел человека, который рассказал, что его отправили Басаев и Хаттаб, братья Басаевы, он говорит, для того, чтобы совершать вот эти террористические акты. Он пришел к ним в Новую газету, и вот он его передал спецслужбам, и тот, не знаю, что с ним стало. А потом я узнал, я тогда поверил Измайлову, я подумал, зачем Басаев это делает, это было мое разочарование тогда. Но потом выяснилось, что все это, конечно, очередная русская ложь. И, конечно же, Басаев не посылал вот этого человека. А этот человек оказался, потом сказали, что этот человек оказался сумасшедшим. Что он из дурдома. Измайлов, опытный журналист, майор внутренних войск или КГБ, не знаю кого он там, ему не хватило профессионализма или просто элементарного понимания, кто перед ним сидит, да, если психически нездоровый человек, или только по глазам можно понять, наверное, человек больной или нет. Но вот Измайлов не понял, и он с таким важным видом, как будто у него своя личная агентура вокруг Басаева и Хаттаба, рассказывает. И чтобы не быть голословным, я вам покажу новости с Андреем Норкиным, тоже, кстати говоря, такой же пропагандон, который в новостях на НТВ, где рассказывает как раз про случай. Давайте посмотрим, кого нам сейчас пытают. Запомните эти фамилии. Муратова уже выявили, он теперь будет величиной, он будет встречаться, он рассказал только, что чеченцы там пытали русских солдат, и они были запытаны, да, лица были изуродованы. Отношение к чеченцам вы уже все можете зафиксировать себе. Сакуров, который сейчас выступил чуть ли не с мечом на Путина, тоже выходит сейчас в эти международники, правозащитники. И, конечно же, Измайлов тоже сейчас должен будет выйдет тоже в свет. Муратов его вместе с собой потянет. Муратов, благодарность ему его имя произнес в своей речи, своей небольшой речи. Давайте послушаем, что говорит Измайлов. Но обратите внимание, что это 13 сентября, а в Рязани бомбу русские террористы из ФСБ заложат только 22 сентября. То есть еще 9 дней
до того, как миру станет известно. Ну, может, 10 дней, потому что 23-го были задержаны ФСБшники, 22-го они заложили, 23-го были задержаны, а 24-го Путин с Патрушевым массированно начали бомбардировать Чеченскую республику Ичкерия. Ну, давайте послушаем. Они еще не знают, что их ФСБшники будут задержаны, поэтому они такие уверенные, все идет по плану. Один дом Буйнакский взорван, второй дом на Гурьянова в Печатнике взорван, третий дом в этот день как раз взорвется на Гурьянова. Внимание. Неизвестный сообщил, что взрыв в Печатниках – это ответная акция. Да, кстати говоря, вот удачно напомнил мне журналюга, что кто-то позвонил, это есть на канале «Чеченский след Рязанский Сахар», какой-то голос с акцентом, кавказским акцентом, сказал, что это наше освободительное движение Кавказа, вам за события в Дагестане. Это чтобы никто не подумал, а вдруг это не Басаев и так далее. О том, что это Басаев, Хаттаб, об этом, что это чеченцы, говорил Зданович, об этом говорил Лужков, об этом говорили Патрушев и все остальные. И, конечно же, Измайлов, который либерал, такой весь борец за права, он хотел остановить войну, боролся за мир, хоть и военный, но он не любил эту войну. Ну, в кавычках. Оказалось, все не так. А давайте посмотрим, что нам расскажет Измайлов. Воюющих в Дагестане. Теперь еще одно подтверждение этой версии. Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, который давно занимается проблемой российских военнопленных, оставшихся в Чечне, располагает сегодня сенсационной информацией. Ситуация, собственно говоря, развивалась таким образом. После того, как бандиты... 12 сентября, да, а 13 утром будет взрыв очередной. Возглавляемые Хаттабом, братьями Басаевым, вошли в Цумадинский и Ботковский районы Дагестана в надежде на то, что население Дагестана их поддержит. Но они получили должный отпор и, бросив там подразделения на погибель, собственно говоря, уже 18 августа Хаттаб и Басаев находились на территории Чечни. И на совещании было принято решение об организации террористических актов. По информации Измайлова, в Чечне был собран отряд диверсантов из 26 человек. Занимался этим родной брат Шамиля Басаева Ширвани Басаев. Все отобраны лица славянской национальности. Кто входил вот в состав этих 26 человек? Среди них были... Он знает, сколько человек там было. Он знает, что это Ширвани Басаев. Вот у него личные агенты там. Я не знаю, насколько у него информаторы такие, да. А это все оказалось фейком. Не было никаких чеченских террористов или даже русских от чеченцев. Были задержаны в Рязани ФСБшники. Но еще они не задержаны. Еще Измайлов не знает этого. Пленные офицеры, контрактники бывшие, были пленные солдаты, причем не просто пленные, а некоторых из них считали, что их нет живых, но они живы. По другим мы знаем, что они живы, но они перешли в период боевых действий на ту сторону, воевали. Каждый из них, что называется, засветился, то есть участвовал в расстрелах российских военнослужащих. То есть те люди, для которых вернуться сюда, они боялись. Среди них есть члены УНАУНСО, таких несколько человек. Вот такая группа была собрана Ширвани Басаевым. Был проведен инструктаж, им было заявлено, что Хаттаб на Коране поклялся, что каждый из них за осуществление террористических актов получит по 30-50 тысяч долларов. Эти сведения, как утверждает Измайлов, он получил непосредственно от одного из членов диверсионной группы, который вышел на него в Москве за 10 часов до взрыва на улице Гурьянов. Накануне этот человек оставил Измайлову короткую записку. А уже на следующий после взрыва день журналист встретился с диверсантом и пригласил на эту встречу сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и фактически передал его в руки ГУОПа. Во время этой встречи, как рассказывает Измайлов, выяснились многочисленные подробности того, каким образом террористы проникли на территорию России, их задачи, структура организации, подлинные и вымышленные имена и фамилии. По словам информаторов, в Чечне их разделили на несколько групп.
троих отправили для организации взрыва в Буйнакске. Остальные 21 августа из станицы Асиновская выехали в Ростов. Там остались 2 человека. Далее одна часть террористов направилась в Санкт-Петербург, а другая в Москву, где, по словам источника, было запланировано... Видите, здесь Буйнакск, Москва, ну еще Санкт-Петербург добавляется дополнительно. Ростов-на-Дону — это перевалочный пункт у них. Вот с Чечни в Буйнакск пошли, взорвали. Потом в Москве должны были быть. И вот все они знали. Все. Но только через 10 дней в Рязани задержали ФСБшников. Все. На этом вот это все, что вы видите, это подготовка общественного мнения, что во всем виноваты чеченцы. Видите, большими буквами выведено Чечня, и вот нам закладывают эту информацию. И это делает Новая газета. И я со всей уверенностью теперь могу сказать, что и Муратов, и Измайлов, они прекрасно знают, кто стоял за этим всем. И они занимались информационным прикрытием. И сейчас на публике, на сцене, я сейчас продолжу это видео, я хочу просто сделать заявление. Вот выступление, речь Дмитрия Муратова, лауреата Нобелевской премии мира в Осло, Норвегии, не что иное, как выступление человека, который прикрывал и долгие годы молчал вместе с Измайловым о терактах и массового убийства русских женщин и детей и стариков, которые были убиты в этих домах. Вот с кем сейчас в Осло, в Норвегии, предоставляют слово и говорят. Просто, чтобы все понимали, насколько это все запущено и далеко зашло. Так не может продолжаться. Запад не может это все видеть и терпеть. Вот та идея, что мир разлюбил демократию, что все уже полюбил тоталитаризм, вот это и есть то, что называется, мир им дает основание прийти на сцену и сказать: вы разлюбили демократию. Потому что вы ему дали слово, вы через коррупционные схемы, тут Запад ему позволил это сделать. Там сидят весь зал набитых людей. Да, это не такая серьезная номинация, и вообще Нобелевская премия уже из себя ровным счетом ничего не представляет. Политически ангажированы. Но при всем при этом мы видим, что с высокой трибуны под множество международных, все об этом показали, международных журналистов, настоящее время и Тартас одновременно, вон они показывают этого человека, идет опять воссоединение. Нет, господа, я с этим не согласен, в корне просто. Этому нужно будет положить конец. Ни Муратовы, ни Сакуровы, ни Измайловы не могут говорить, не имея критики в свой адрес с нашей стороны, о каких-то правах человека, демократии и так далее. Это сталинисты, это КГБшники. КГБшники — это сталинисты, которых нужно разоблачать и привлекать к ответственности. Давайте продолжим. 10 взрывов. 2 из них на Манежной площади и жилой дом в Печатниках, якобы часть этого плана. Та группа, которая находится в Москве, Внимание! руководитель ее чеченец, Чеченец. а остальные 9 человек, они славяне. Ага. Разбиты это 9 человек на 3 подгруппы. Каждая имеет свое задание. Известные явочные адреса, известные автомобили, которыми они... Он выдает фактически эту группу. Он говорит: известны явочные квартиры, известные автомобили. Все, в эти квартиры и в эти автомобили ни один здравомыслящий террорист не должен сесть больше. Он это выдает просто на духу. Он говорит: все известно, но не называет. Один чеченец говорит и 9 славян. Если все известно и знает даже национальности этих людей, то почему бы не назвать их фамилии тогда? Почему бы не сказать, что вот мы ищем, вот фотографию, вот ищем вот Махмуда или Ивана? Нет, это все очередная дезинформация. Сзади вы видите логотип
того, кому сейчас дают Нобелевскую премию. Этот мир просто сошел с ума. Пользуются. Значит, здесь в Москве были Еще раз, чтобы меня приватно не поняли, неправильно, чтобы не интерпретировали. Новой газете, мне параллельно Новая газета. Там были журналисты Анна Степановна Политковская, Наталья Истемирова, которая добывала эту информацию для Анны Степановны. Там было очень много достойных людей, которые Щикачихин, Маргелов, это люди, которые погибли, реально сражаясь с этой гибней и с этими преступниками. И честь им, хвала. И Новая газета, благодаря им получила свое имя. Они своими жизнями сделали имя и авторитет Новой газете. Поэтому без них Новая газета ноль. Поэтому прикрываться Новой просто названием Новой газеты, потому что там работала Политковская, ни в коем случае нельзя. Сняты квартиры, причем каждому из террористов отдельная квартира. Трехкомнатная. Он не добавил трехкомнатная с евроремонтом. Велика, что информация о том, что будет взрываться, дается за 20 минут тем, кто ее непосредственно осуществляет. История, рассказанная журналистом «Новой газеты», вызывает много вопросов. Она может быть реальной, а может оказаться дезинформацией. Ну и здесь, конечно же, такой проброс, она может быть реальной. Это отступить место. Несколько минут там по основным новостям в программе «Сегодня» на НТВ рассказывают подробно национальность преступников, состав, количество, квартиры, машины, все они знают. Но, говорит, это может быть дезинформация. Вот как работает пропаганда. Вам сперва закидывают информацию и в конце говорят быстренько, но это может быть дезинформация. Представители МВД советуют не создавать преждевременную панику, используя непроверенные сенсационные факты. Официальные структуры скупятся на комментарии. Все надеются, что они идут сейчас по горячему следу, какая бы версия на самом деле не рассматривалась ими в качестве главной. В противном случае расследование преступления... Ну и вам с Дзержинского, Феликса Эдмундовича. Смотрите, наслаждайтесь. Вот такая вот ситуация у нас с Дмитрием Муратовым, которого мы будем разоблачать в силу наших скромных возможностей. Давайте почитаем ваши комментарии и там посмотрим. Так. Измайлов конкретно ложанулся. Да, зависает, да, интернет. Как было вот то, что Измайлов говорит? Было там, все видно. Так, Шульдамаг, Измайлов как ложанулся. Так, перед началом полномасштабной войны России против Украины русские должны обязательно что-то взорвать и обвинить во всем украинских террористов. Все повторится. Да, лунный свет, с большой вероятностью может такое произойти. Большой вероятностью. Так, лунный, так. Как видит и терпит, к сожалению. Как им не знать свой план про взрывы, открытие перед народом сделали. Да. Купер. Россия это империя зла, это подавление всех прав. Попрание самого главного права, право на жизнь. Россия это мракобесие. Любой демократ России покажет свое истинное лицо, если он ответит однозначно на вопрос Чечни. Ответ: Чечня не Россия, Россия не Чечня. Чечня является суверенным, независимым государством. Абсолютно верно, Купер. Вот сейчас говорят, и на Западе говорят, и все в Европе говорят. Русские даже, да, определяются, ты чей Крым, вот спроси, чей Крым, и все станет ясно. А ведь Чеченская республика больше даже, чем Крым, имела право на то, чтобы о ней говорили. Мы опять зависаем, я смотрю. Зависаем. Зависаем. Да. Ну, ничего.
возвращаясь к Крыму и Чечне. Чеченская республика вышла из Советского Союза и незаконно была вписана в Конституцию Российской Федерации. Никогда добровольно в Российскую Федерацию не входила. В Крыму же хотя бы без войны, без массовых убийств людей, хотя бы сделали имитацию этого. И поэтому о Крыме можно говорить только после Чеченской республики Ичкерия. Потому что Чеченская республика Ичкерия, в отличие от Крыма, не проводила никакие референдумы о вхождении, там, парламент там, и так далее. Хотя, конечно, это тоже было под оккупацией. И, конечно, это тоже нарушение закона. Но ни один человек, ни украинец, ни кто-либо на этой земле не имеет права просто говорить о Крыме, не упоминая о Чечне. Потому что это просто несопоставимые вещи. И это просто колоссальные потери чеченский народ перенес перед тем, как его включили в состав этого ГУЛАГа народов. Так, Фриман Антипатенис. Русские давно уже живут по законам Оруэлла. Мир – это война, рабство – это свобода. Но мало того, что они сами живут по этим законам, они еще навязывают также по всему периметру своих границ. Да, именно так. Шульдамак. Аслан, нам, чеченцам, надо выйти с протестом против вручения Муратову премии мира. Шульдамак, нам очень много что на самом деле нужно сделать. Очень много. И да, мы, чеченцы, можем, конечно, выходить, да, но с другой стороны, это же касается и Запад, это касается и русских. Русские должны, а русские восхищаются, о, нашему Муратову дали. Даже все вот это оппозиционное крыло. Никто ничего не говорит. Так кто такой Муратов? Да вы что делаете? Никто этого не говорит. И нам выходить, я думаю, не стоит. Нам нужно много чего еще сделать для своих дел. А так разоблачать по ходу. Единственное, что нам нужно, чеченцам, мне очень трудно бывает одному все это делать. Это надо все пересмотреть, это надо сопоставить все. Здесь одному здесь целый отдел должен работать, всем этим заниматься. Минимум 10-15 человек здесь работает, чтобы все охватить, чтобы правильно составить, все правильно написать. Мне нужно и написать, и посмотреть, и составить. И еще у меня есть какая-то своя личная жизнь, которая просто нет вообще никакого времени на нее. Поэтому нам нужно, чеченцам, заниматься информационным вот этим освещением. Сейчас они активно сюда на Запад засылают новых вот этих своих агентов. Мы должны всячески выявлять этих людей. Выявлять честных и нечестных. Там сюда заходят и нормальные люди, их практически не видно, потому что о них не говорят. Ну и заходят вот такие люди. Мы должны этих людей разоблачать. Грамотно, четко, юридически, квалифицированно мы должны будем это делать. И я думаю, нас будут слышать. Нас слышат. Знаете, есть такой Тимур Алевский. Этот человек работал на радио «Свобода». И как-то я с ним сталкивался еще в Москве. И я сразу сделал о нем вывод. Просто немного пообщавшись, почитав его потом, посмотрев за ним, такой флюгер. И здесь, в Берлине, убили Зелимхана Хангашвили в 2019 году. И задержан террорист, убийца. На настоящем времени американский сайт Тимур Алевский, ведущий. Я когда увидел, я чуть не упал первый раз, когда увидел. Думаю, ну что это такое, короче, ну куда, вот, ну что, больше нет журналистов, что ли, елки-палки. Ну как так можно, прям, матерых просто подтягивать. И он рассказывает о задержанном террористе Вадиме Красикове. И появляются новые факты, что там, как он пересекал границу, где он там был, что он делал там, и, много что всплывает. И журналисты раскапывают, расследователи раскапывают много полезной, нужной информации правдивой. И в этот момент он ведет в прямом эфире передачу, говорит, и поступает какая-то новость, по-моему, связана
Может, это было даже Скрипалями. Не помню с чем. Но вот про ГРУ. Речь идет про ГРУ. По-моему, даже это Скрипаля. Речь даже могла быть о Скрипаля. И он говорит, а там на чем-то лоханулись. Ну, просто на мелочи просто лоханулся. Или это Вадим Красиков это, или вот эти Чипига и кто там был. И он говорит, ну это просто открытый уже такая информация, которую уже скрыть нельзя. Он говорит, ну я просто даже не знаю, как за вас заступиться. Он говорит. Фактически он убийц террористов, он говорит, ну вот вы меня извините, типа, здесь я уже ничего не могу сделать. Видимо, на него оказывают давление, говорят, слышь, дружок, ты там не так сильно на нас дави, работаешь, мы тебе же надо в Россию возвращаться, все будет хорошо и так далее. И он прямо на голубом глазу выдает, говорит, ну я вот делаю, что могу, говорит, ну вы видите, здесь уже ловить нечего. Я, конечно, об этом написал, и в настоящее время написал, и сообщил, и смотрите, я говорю, это что это такое? Но через какое-то время его не стало. Я надеюсь, я приложил к этому руку, что его оттуда вышвырнули. Ну, вот такое вот дело. Может, такая вот была тема. Ладно, давайте дальше. Почитаю ваши комментарии. Так, я перемотаю. Аслан, надо вести контрпропаганду против этого Мурату, иначе еще больше будут высылать. Конечно, Жульдамаг, абсолютно точно. Именно этим я занимаюсь и постоянно призываю всех подключаться к этой работе. В прошлом стриме у нас была идея о Чечня не Россия, что надо Zello в программу войти, голосовой чат делать и так далее. Но мне кажется, лучше все-таки делать это открыто. Нам нечего бояться, мы ничего не воруем. Если мы будем голосовым чатом делать, и так нас вычислят. Поэтому нет никакого смысла прятаться. Конечно, наши родственники могут пострадать, мы-то ладно. Но при всем при этом надо уходить и говорить открыто. Надо проводить встречи. Я вот, например, уже 5-й, 6-й сейчас круглый стол провожу. Приглашаю разных людей. Я призывал молодежь, чеченцев. Никто не откликнулся. Давай я приму участие. Я начну говорить там. Нормально. Я какую-то площадку здесь создал. Давайте, идите, говорите, доносите. Я готов. Я открыт к сотрудничеству. Я открыт к тому, чтобы Вы же много пишете. Вот знаете лучше меня некоторые вещи. Вперед. Только вперед. А так по-другому как? Они будут вот так нам присылать разных там Муратов. Меня могут сейчас уберут. И все. И после этого опять у нас затишье будет. Мы будем делать. А надо быстро собраться. Надо не давать им очухаться. Посмотрим. В любом случае я знаю одно. Содина волш. Пока я жив, я смогу доносить эту информацию. Я не согласен молчать. Так. У России уже почти все свое суверенное. Суверенная демократия, суверенные СМИ, суверенная история. Скоро должна появиться суверенный интернет, а там и до суверенного социализма. Да. Естественно, чеченцы, которые дома, не должны выходить на политпротесты, как найти, говорит. Так, Лена к нам зашла, совершенно верно, выявлять кругом. Олеску я давно раскусила. Так, Фриман антипатент. Японии нужно по примеру. Это Лена сказала. Олеску она давно раскусила. Фриман антипатент. Японии нужно по примеру СССР создать какую-нибудь организацию освобождения Курильских островов и Южного Сахалина. Как единственного законного представителя японского народа данных территорий. Да, Фриман, абсолютно верно. Смотрите, здесь много есть русских, которые выехали оттуда.
И они как бы за права человека, там есть, я уверен, есть искренние, честные, порядочные люди, но при всем при этом они не организуются. Почему бы не создать там правительство, почему бы не создать там свои органы, которые четко отгоняли бы, отфильтровывали бы всех гибнюков, вычисляли, да? Почему этим не заняться? Охраняли бы свойства, выбрали, ну группа людей, есть ведь, есть русские, их много. Им нужно образоваться, организоваться и как-то вот эту работу вести. И потом уже вот эта группа лиц, да, вот то же самое какое-нибудь учредительное собрание, которое могла бы координировать действия самой России. В первую очередь там реагировать на нарушения какие-нибудь, призывать, выявлять вот эту агентуру Ходорковских, там разных там засланных сюда товарищей, которые по факту работают как бы за свободу, на русский народ, на Россию, как бы, а по факту работают на КГБ. Так, ну я опять перемотал, друзья. Аду Давлетюк. После уничтожения Пхатом Абдуллаком врага Аллаха во Франции, пхатки потихоньку повылазили из нор, сделав сборище под флагом Чиры, которые они должны окончательно обгадить и снова по норам. Ну, это, я думаю, непозволительная роскошь для нас. Мы должны как-то этому будем противостоять. К большому сожалению, Юва Бошин, я один не справляюсь, я не могу все это посмотреть. Я этого Муратова случайно посмотрел. И он просто фактически угрожал. И потом я посмотрел, потому что увидел Муратова и Сакурова вместе вот на этом дожде у них, вот в гугле, если набрать. Муратов, сейчас может... Новости. Так. Ну вот как раз. А это было не в Ютубе, а было в этом. Вот чтобы. Надо было тогда, конечно, показать. Видите? Два уже демократа есть, два правозащитника есть. Все. Сейчас Измайлова подтянут. И все, и жизнь забьет новым ключом, новыми красками. Все будет отлично. Спасут русских от гибни. Как бы. Так, Аслан, Чечня, Европа, маршрут. Да, Ерю, эфире была. Аслан, Ерю, Европа, маршрут. Ерю, эфире, конечно. Плахтер Алексей. Украина уже использует контрпропаганду. Какой результат, всем известен. Украина не до конца использует, во-первых, все свои возможности. И Украина, знаете, в Украине тоже, хочу немножко покритиковать Украину. С момента начала русско-украинской войны не было привлечено к ответственности ни одно высокопоставленное лицо из СБУ. Это ФСБ. Эта структура должна была быть распущена, привлечены к ответственности и так далее, и так далее. Ничего этого не произошло. Я считаю, что в Украине, пока этого не произойдет, Украина не избавилась. Должна произойти полная люстрация. СБУ должно быть полностью распущено, которое было до начала войны. Вот такими условиями только можно вычистить Украину. В противном случае все усилия, которые сейчас закладывает армия, народ, добровольцы, волонтеры, это все уйдет в песок. Погибшие 15 тысяч, это будет зазря погибшие люди. Потому что опять в сфере влияния окажется, Украина окажется в сфере влияния России. Так или иначе. Полностью от этого нужно очиститься. Не говорить все время по-украински. Кажется, украинцам, если они говорят по-украински, этого достаточно. Нет, этого недостаточно. Нужно СБУ вычищать. Нужно разных Гордонов, разных там других лиц вычищать. Вот что нужно делать. А этого не делается. Это не делается. И значит, как это не делалось, например, в России.
Пришел Горбачев, сталинист, все нормально, оставил КГБшников, дальше. Пришел Ельцин, все, опять оставляем КГБшников, идем дальше. Пришел Путин, но это уже и открытый КГБшник, да, и все. И ничего не меняется, понимаете? Просто потом они потихонечку захватывают власть. Они не делают это быстро. Потому что они боятся, это нужно делать другими руками. Сами они этого не делают. Они делают чужими руками все. А Украина не вычистила еще КГБшников. И у меня большие сомнения насчет Украины. Почему это делают, почему это держится до сих пор? Боятся? Чего боятся? Русских боятся. Ну дайте тогда молодым патриотам, которые на фронте, отдайте им власть, пускай они вычистят. Они 2 секунды вычистят, они не боятся. Показали, что не боятся Россию. Сражаются. Так. Асlan, как ты относишься к Мальцеву? Никак я не отношусь. Мальцев это, ну я думаю, может консерва, может просто полезный идиот. Не знаю я. Ну, не знаю. Наступило время безмолвствия. Ушли Новодворская, Немцов, Ковалев, Старовойтова. Часть уехали. Так и хочется сказать. Опустела без тебя Россия. Так. Сегодня под фашистской оккупацией оказались Чечня, часть Украины, часть Грузии, часть Молдавии. А теперь и вся Россия. Да, Фриман, Ибраим, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Ибраим. Не ведая стыда, не имея совести, не имея воспитания, выросший в подворотне, жадный, наглый, злопамятный, можно еще продолжать, лицо России. Прерывается, да, прерывается. Я знаю одно точно, все будет Ичкерия. Владимир Рабинович, ты умеешь поддержать. Так. Вся российская политика построена на откровенном вранье. Путин врет, и все его слуги стараются его переплюнуть. Именно так. Лунный свет. Аслан говорит дело. Ребят, это мы все проходили. Проходили. Это рано или поздно. Они никуда не деваются. Они новых. У них штаб в Лубянке находится. Или нужно это гнездо уничтожить. Если нельзя добраться до этого гнезда, хотя бы на своей территории их нужно зачистить. Честное слово, вот эти, то, что раскручиваются, показывают там, например, тот же Гордон. Почему Гордону дают такие известные люди? Чем он такой супер какой-то журналист? Чем он отличается от сотен других украинских журналистов? Ничем. Но он раскручен до безобразия просто. И когда были выборы сейчас президента Украины, когда Зеленского выбрали, он агитировал за генерала СБУ. За генерала СБУ. Надо этого генерала, как его, фамилию забыл. А он сейчас уже с Шустером, они сейчас вместе, сейчас против Зеленского. У меня, вы много раз знаете, у меня к Зеленскому есть личные вопросы, да, касательно чеченской темы. Но при всем при этом я не считаю Зеленского предателем. Зеленский не предатель Украины. Зеленский совершает ошибки, его круг коррумпирован, много проблем, нужно работать и так далее. Но он не предатель. В нашем деле сейчас этого уже достаточно. Но этого недостаточно, хоть это и достаточно. Но остальных-то вот этот круг нужно зачистить, нужно вычистить это все. В противном случае все, что вы делаете, вот это все усилия людей, пот, кровь, жизни людей, здоровья людей, оно ничего не стоит. Мы это все прошли. Нужны радикальные меры. Конкретно нужно решать вопрос с этой агентурой. Вычищать всех просто оттуда. Когда нужно соблюсти законность, там надо закон соблюсти. По отношению к чеченцам, которые защищают Украину, закон не соблюли. Про других некоторых чеченцев, вот у меня на канале был Асланбек, Аслана Мая, тоже не соблюли. А почему-то другим их соблюдают. Ага, нет, господа. Если делаете, то делайте на 100%. Или пожалеете. Как пожалели мы когда-то. Ахмад Кадыров, который был рядом
Самый большой защитник Аслана Масхадова, президента Чеченской Республики. Он объявлял войну России, джихад, священную войну, как муфти. Хотя следовало объявлять не России войну, а Лубянке. И Кремлю нужно было объявлять. И тогда русские пошли бы нам помогать. Но он, как человек от Лубянки, объявлял войну. И все думали, чеченцы, как молодец, смотри, вот Россия сейчас войну объявляет. Мы тоже многого не понимали. А потом он оказался человеком Путина. И говорил, что он гордится человеком Путина. Его Путин назначил возглавить оккупированную Чечню. И он ждал, пока Масхадова убьют. Он мечтал, чтобы его убили, отправлял группы его найти и ликвидировать, потому что законно избранный президент был Масхадов. При живом Масхадове, при своем соратнике, я лично не мог поверить, что он перешел на сторону русских, потому что он всегда защищал Масхадова, ну, от других оппонентов политических. Когда он перешел, я думал, может, это игра между Масхадовым и Кадыровым, договорились как-то, чтобы что-то сделать. Я в голове не укладывалось, как может человек вот так лицемерить, объявлять войну. Он выстраивал всю нашу армию, или там, наших солдат, не всю там часть, и говорил, вы гордость нации, вы должны исполнить. Такие речи толкал. Жена не должна слушать своего мужа, если надо выйти на войну. Как религиозный деятель он разрешал право жене не подчиняться мужу, идти сражаться, если муж не мужчина, не может воевать там, не пускает ее, имеет право отказаться от мужа, что нельзя предавать свою, вы там, такие речи просто, это по-чеченски нужно слушать. Любой человек возьмет оружие и побежит воевать после этих речей. Оказался элементарным агентом КГБ. Я абсолютно уверен, что Зеленский не агент КГБ. И рядом с ним, Масхадову тоже говорили, уберите, как сейчас говорят некоторые, убери рядом, с которых с тобой людей. Кто там, забываю фамилию. Он их не убирает. Не знаю почему. Наверное, ему виднее. Наверное, виднее. Посмотрим. Ладно, пойдемте дальше. КГБшная концерт, там таких море. Я думаю, что они скоро так же сбегут с награбленным, как и Янык. Лена говорит. Да, Лена, я тоже так думаю. Правильно, в Украине многие порядочные политологи говорят, что не было проведено люстрации, соответственно, до сих пор агентура в действии. Абсолютно так. Асан, что нужно делать россиянам, чтобы сломить путинский режим? Тимофей, я могу сказать вот о сложившейся ситуации. Во-первых, с одной стороны могло показаться, что вот вооруженное какое-то сопротивление, как можно Путин больше убьет людей, мирных граждан, и все, его режим станет нелегитимен. И это ускорило бы там процесс. Но это не так. Путин уже нелегитимен. Путин нелегитимен. И я призываю русских, россиян изучать опыт солидарности, польской солидарности. Мирное несопротивление. Но для того, чтобы было управление этого мирного несопротивления, здесь на Западе, в России это невозможно. Здесь на Западе, пускай их будет 3, 5, 10 человек, должны появиться русские, настоящие русские. Не засланные, которые, а которые заботятся о русском народе, думают о русском народе. Не имперцы, а демократы, которые хотят жить со всеми в мире, и которых мы, чеченцы, будем тоже поддерживать. Вот здесь, на Западе. Вот организуйтесь. Я не хочу влезать в это, но я готов содействовать этому. Если здесь русские организуются, настоящие, пускай даже выезжают. У меня есть несколько кандидатур, которым я помог выехать им. Но они должны сами организоваться. И мы увидим их программу, мы увидим, что это честные люди. Там главная репутация. У этого человека должна быть чистейшая репутация. Человек не должен быть никаким ни путинистом, никаким ни КГБистом и так далее. И, конечно, человек должен быть интеллектуалом, да, образованным человеком должен быть. Но вот эти люди, если образуются, создадут здесь, там это невозможно, желательно быть там, но это невозможно там. И вот они должны уже потихонечку свою программу
той же солидарности. Вот. Я склонен только так. Сегодня русские могут сопротивляться. Потому что каждый человек ценен. Не как Навальный их выводят, и их переписывают и потом бросают в тюрьму. Нет, это не выход. Это растрачивание еще на 10 лет. Как в 2010 году, в 2011 году вывел тогда Навальный людей. Все, после этого 10 лет тишина. Вообще даже никто не заикается вообще. Всех переписали и больше никого нет. Вот должна вот так ситуация развиваться. Если хотим результата, если мы движемся к какой-то цели. А в противном случае, если там засветиться, где-то показать, что я вот такой лидер там, и так далее, и сотни и тысячи людей загремят в тюрьму, нет. И вот это время нужно разъяснять четкую, грамотную политику, как мы будем вести дальше дела. Россияне должны своим россиянам говорить. К большому сожалению, я за все это время не увидел ни одного кавказца, ни дагестанца, ни ингуша, ни кабардинца, ни карачаевца, который бы вел программу для освобождения своих народов. Магомед Евлоев был убит, был один из немногих, но он в Ингушетии находился. И его убили, и все. И на этом это сопротивление его, он как мозг там был, он коммуникатор идей был, его ликвидировали. Нагло, все, и в Ингушетии тоже все это потихоньку загасло. Его последователи, его товарищи, соратники оставили, но они потихонечку сейчас тоже, некоторые уже загремели, и некоторые сбежали. Ну и вообще люди замолчали просто, потому что все уже, ловить нечего. Это такой островок еще оставался, благодаря этому Евлоеву. Все. Этого островка уже в Ингушетии тоже нет. Нету человека, через которого можно свои идеи озвучивать. Для этого единственный выход. И чтобы этого не произошло среди русского протестного оппозиционного движения, Ходорковский и Каспаров создали две организации. «Открытая Россия» и «Свободная Россия». Я видел все это очень хорошо. Я вам расскажу. Это очень хороший такой пример для того, кто хочет манипулировать и заниматься вот разными подъемом масс. Что сделал Ходорковский? Ходорковский представился имперцем. Он сказал, что с автоматом в руках пойду воевать против Кавказа, там Чечня будет в составе России, наша земля и так далее. Только из-за того, что какой-то бич пришел, и мы его там убили с автоматом, или там с шашкой раньше еще. Мы его убили за то, что он пришел нас убивать. Эта земля становится русской. Просто невероятная логика просто. Просто невероятно. Я заскочил в чужой дом, значит, ограбить кого-то. Меня хозяин дома застрелил. Все, мой сын может прийти и сказать, это мой дом. Мой отец здесь кровь пролил. Вот такая логика у Ходорковского. Так вот, Ходорковский сделал имперское направление. Он начал вот с этими русскими заигрывать, с имперскими. Каспаров же, а это все было на деньги, вот на последнем этом своем форуме, они уже открыто говорят. Невзлин говорит, мы с Ходорковским очень много сделали, там туда-сюда, там. Это просто смешно. А Каспаров начал играть роль демократа. И вот этим демократам пришли мы. Мы открытые, свободные чеченцы пришли и сказали, давайте, вы же свободные русские, давайте по-свободному решаем вопрос. Сядем разговаривать. Все, сдулись, спустилось, уменьшились в размере просто. А люди-то видят. Витаутас Ландсбергис это увидел. И все наблюдатели увидели. И русские наблюдатели, которые присутствуют, тоже увидели. А когда у тебя нету идеи, когда нету чистоты этой идеи, человек не идет за этим. Потому что ты не хочешь рисковать своей семьями, своей жизнью, всем ради того, что нечестно, нечисто. Ты не можешь за это умереть. Ты можешь умереть только, даже за большие деньги никто не умирает. Но умирают за идею, верят в идею. Да, и она должна быть чистой, порядочная и так далее. Да, это я не питаю иллюзий. Уже давно я вышел из возраста, когда можно питать иллюзии. Но процессами в мире движут идеи.
И если они честные, то они идут вперед. И наш Дудаев, Джохар Мусаевич, он был искренен в своих побуждениях. И искренне ему люди верили. И я ему верил, мой отец ему верил, подавляющее количество людей. Хотя против него велась огромная пропаганда, что он мерзавец, там, засланный, ну чего только про него не говорили. Он достойно прошел свой путь и умер на этом пути. Ни на йоту, ни вправо, ни влево не свернул с этого пути. Все, это человек-герой. Мы сформировали государство, у нас есть огромные основания, и я, продолжатель Дудаева дела, верю так же, как он верил в это. Потому что для меня он оставил пример. Не будь этого примера, мне было бы, конечно, тяжело, наверное. Но это началось еще и не с Дудаева, это уже несколько веков это идет. То же самое касается русских. Каспаров, который изображал из себя какого-то там супер демократа там и так далее, когда мы пришли, сказали, давай обсудим. Все, на этом все закончилось. Закончилось, потому что это было нечестно и неискренне. И когда сдулся проект «Открытая Россия», имперцы не пошли за Ходорковским, они все за Путиным идут. Там и платят, там и сила. Ну и как бы знают, что этот казнократ Хапуга, настоящие русские националисты тоже не пойдут, потому что знают, что этот человек и обвинялся, его начальник охраны сидит пожизненно за убийство семьи из Тамбова. И Ходорковский, его проект сдулся, хотя проект это все их общее было, сдулся проект «Открытая Россия», и вот сейчас вот этот форум «Паскудной России». После того, как мы туда пришли, когда еще что они сделали, тоже очень важный момент. Были люди, которые из «Открытой России». Я «Открытую Россию» Ходорковского автоматически отметал, и я думал, «Свободная Россия», Каспаров, вот с ними можно иметь дела. Когда мы туда приехали, последний раз, когда мы туда приехали, и нам после этого они запретили к ним посещать с угрозой, что мы им можем там нанести какой-то вред, и они опасаются. Там есть один король шеста у них там, Иван Тютерин, он там опасался за безопасность гостей, из-за того, что мы можем что-то им сделать. Ну, это такая чисто русская такая кличка, которую они нам приклеивают. Террористы, опасные и так далее. За то, что мы говорим правду, мы им опасны. И когда мы были там, у них тогда избирались, у них был вот, они избирали совет вот этого, политический совет вот этой форума «Свободной России». Так вот, когда было голосование, а вот в последнем форуме, в котором я принимал участие, наша чеченская делегация принимала участие, было так много людей, что просто не пройти, просто даже мест не было в огромном зале. Вот в том зале, в котором сейчас они проводят, вот этот зал был забит, и в конце еще люди стояли. Просто было так много людей. И я увидел там людей, которые были с форума «Открытой России», с Ходорковского форума. И они принимали участие в голосовании. Была фальсификация, даже вот избрание вот этого совета политического, вот этого форума «Свободной России». Они согнали всех своих с Ходорковских и голосовали за кого им надо. Просто, ну после этого как им верить? Ну и все. После того, как следующий форум, после того, как нас не пустили, вот первый форум, куда нас не пустили, было очень много людей. И на этом форуме устал Витаутас Ландсбергис и сказал, а где чеченцы, демократы здесь? Почему? И не превращайте искусство в паскудство, говорил ему его учитель. И все, и после этого форума он каждый раз все меньше, меньше и меньше, потому что люди не верят, если нечестно, если это не по-настоящему. Вот какие должны быть, Тимофей, долго отвечая на твой вопрос, хочу сказать, вот какие должны быть русские, которые будут здесь. И если они будут искренними и честными, мы, чеченцы, вас поддержим здесь. Это 100%. Но это должно быть прозрачно, открыто. Мы должны друг другу смотреть в глаза и быть честны друг с другом. Я тогда думаю, тех русских поддержат
здесь на Западе поддерживают. Потому что они, как западные разные люди, которые заинтересованы в защите своего государства, своего народа. И в этом их нет, мы не можем их в этом винить. Но они обращают внимание на нас, на чеченцев. Они смотрят, кому как чеченцы относятся. Потому что мы такой индикатор. Если мы доверяем этим людям, значит можно доверять в какой-то степени. Если не доверяем, значит что-то тут нечисто. Это не значит, что Запад нам помогает. Они просто нас, как говорил Пол Гоббл, используют в качестве канарейки в угольной шахте. Они смотрят на нашу реакцию. А мы с открытыми, с честными русскими готовы сотрудничать. Мы со всеми готовы сотрудничать. Но чтобы это было честно, открыто и на равных. Человек, который имеет свое государство и запрещает иметь мне это государство, а из-за того, что у меня нет государства, у меня убивают треть моего народа, граждан моей страны, и я даже не могу попросить сатисфакции, потребовать справедливого суда над преступниками, просто разбирательство по этому делу. Человек, который мне в этом отказывает, любой человек, он для меня фашист. Он лишает меня того права, которое есть у него. Мне не позволяет войти в международные институты, чтобы я мог защищать свой народ, своих граждан, всех национальностей и всех религий, которые являются гражданами моей страны. Поэтому любой русский, который признает право Чеченской Республики Ичкерия на свободу и независимость, юридически оно безупречное, это право, как соответствует международным правам, так и с советским. Мы вышли из Советского Союза и никогда не входили в Российскую Федерацию. Так, который признает преступников своих против нашего народа, наших граждан, всех национальностей. Также мы готовы признавать преступников с нашей стороны, если они были. Так что вот так, все преступники, которых Россия обозначила с нашей стороны преступники, они уже мертвы. Ну или ходят в героях России. Так. На этом, я думаю, мы наш стрим закончим, друзья. Можно будет посвятить отдельную тему именно русской оппозиции. Но для этого нам нужны русские, с кем можно на эту тему говорить. И я открыт для диалога. Пишите, давайте. Мы проводим круглые столы. Наша организация Human Rights Center Ичкерия проводит круглые столы. И мы рады всем, кто заинтересован в том, чтобы справедливость, законность, соблюдение международного права, права человека соблюдались на территории как сегодняшней России, так и нашей многострадальной Чеченской Республики Ичкерия. На этом все. Наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум, адикёль, спокойной ночи, до свидания, друзья.